Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам рассказать о некоторых неизвестных и малоизвестных фактах Второй мировой, а для нас Великой Отечественной войны. Все мы знаем, что Вторая мировая война началась с 1 сентября 1939 года с нападения гитлеровской Германии на Польшу. Но до этого тоже ей предшествовали некоторые факты, которые мне хотелось бы вспомнить. О них не всегда, редко вспоминают. Нужно сказать, что в 1938 году Германия уже была очень милитаризованной, очень сильной промышленным государством. И произошел аншлюс Австрии, то есть присоединение Австрии к Германии. Под предлогом того, что немцы же все, и германцы, австрийцы, они действительно все немцы. Так присоединили, тем более австрийцы почти все были за это. Восприняли это аншлюс от присоединения с восторгом. Но это еще не все. Осенью того же 1938 года произошло событие, которое вошло в историю как Мюнхенский сговор. То есть собрались представители трех держав – Германии, Англии и Франции. И на этом сговоре было решено, что Германия аннексирует территорию Чехословакии. Аннексирует, значит, захватит. Почему это произошло? Потому что Англия и Франция решили в этом случае содействовать Гитлеру для того, чтобы он захватил Чехословакию. А Чехословакии, между прочим, была очень сильная армия. Там было очень много промышленных заводов, например, заводы «Шкода», которые выпускали не только автомобили, но и танки. И германские войска без единого выстрела вошли в Чехословакию и присоединили ее к Германии. А замысел был такой, что Германия усилится и потом повернуть ее на восток, для того, чтобы она захватила Советский Союз, то есть противопоставить Германию Советскому Союзу. Это было выгодно и Англии, и Франции. Так оно и вышло. После этого, я уже сказал, в марте 1939 была присоединена к Германии Чехословакия, а в сентябре того же 1939 года Германия напала на Польшу и через 3 недели присоединила ее, тоже завоевала ее. И тут планы Гитлера поменялись. Почему? Потому что при захвате Польши, Польша не была оговорена, захват Польши не был оговорен на Мюнхенском сговоре. И Польша была союзником Англии и Франции. Англия и Франция вынуждены были объявить Германии войну. И Гитлер повернул свою армию не на восток, а на запад. Франция была очень сильно укреплена. У них на рубеже, на границе с Германией была очень укрепленная линия Мажино. И французы успокоились, думали, если даже германцы пойдут ее штурмовать, то у них ничего не выйдет. Она была неприступна. Но германское командование перехитрило французов. Оно зашло с другой стороны. То есть сначала немцы захватили Бельгию, Голландию и вторглись во Францию с другой стороны Европы, откуда французы этого не ожидали. Сопротивление Франции тоже было недолгим, где-то месяц. И Франция тоже была захвачена, завоевана немцами. И тут, после этого, у Гитлера был план захватить Англию. Была разработана специальная операция, по которой в Британию, на британские острова высаживается немецкий десант
а нам нужно сказать, уже немецкие самолеты давно бомбили Британию, и Лондон бомбили. И вот, прикрываясь бомбардировкой, высаживается немецкий десант и вторгается в Англию, и захватывает ее, и все британские острова. Но в Англии была очень сильная разведка, и англичане вовремя узнали об этих планах. И вот они направили все свое влияние на то, чтобы эти планы сорвать. Самый сильный у них такой у них важный такой агент у них был это адмирал Канарис. Адмирал Канарис на тот момент возглавлял, и потом тоже, военную разведку Абвер. Гитлер ему доверял. И вот он, Канарис, начал отговаривать Гитлера о вторжении в Англию и настраивать его на то, чтобы повернуть на восток, на Советский Союз. В конце концов, это ему удалось, и, как мы знаем, 22 июня 1941 года произошло вторжение гитлеровских войск на территорию Советского Союза. И для нас уже началась Великая Отечественная война. Вот такая вот была предыстория всего этого. Теперь мне хотелось бы обратить внимание еще на один факт, который неизвестен, о котором не упоминается в средствах массовой информации, да и в учебниках истории тоже не написано. Обычно в нашем сознании эмиграция, наша русская эмиграция считается врагами. Да, она вражеская, она помогала немцам, она вот вторгалась тоже с немецкими войсками на советскую территорию. Да, это было так, но не всегда и не везде. Эмиграция с начала Отечественной войны в 1941 году раскололась. Часть эмиграции, да, возрадовалась вместе с немцами вернуться на родину и продолжать там жить, как жили раньше, вернуть все, что они утеряли, а другая часть эмиграции поддерживала Советский Союз. Почему? Потому что, да, они были врагами советской власти, но они были патриотами своей родины, они любили Россию. И когда России стала угрожать серьезная опасность, они объединились и вам помогали, как могли. Они собирали деньги, присылали в Советский Союз. И вот в связи с этим я хочу рассказать об одном факте. В США в одном из концертных залов Нью-Йорка осенью 1941 года собрались представители русской эмиграции и запели песню «Вставай, страна огромная». Эта песня была написана вот в первые дни Великой Отечественной войны. И вот до осени она успела дойти до США, и эмигранты успели ее разучить и открыли свое собрание вот именно этой песней. Пели все. Пел князь Феликс Юсупов, один из убийц Распутина. Пел штабс-ротмистр Курнак, один из адъютантов последнего российского императора Николая II. И пели все остальные, присутствующие там вот представители эмиграции. После этого они решили помогать чем можно России. Вот именно России, не Советскому Союзу, а России, они так ее называли. Вот такой интересный, необычный факт я хотел привести. Теперь. Мы все знаем крупные сражения Великой Отечественной войны. Сражение под Москвой, битву под Сталинградом, битву под Курской дугой. И также битва за Кавказ. Но битва за Кавказ, она известна так меньше, она идет в тени Сталинградской битвы. На самом деле, это было очень важное сражение. Зачем это было нужно? К лету 1942 года у немцев оказался дефицит горючего. И Гитлер заявил, если мы в ближайшее время не найдем источники горючего,
то нам придется остановить войну. Даже так. Поэтому была разработана операция вторжения на Кавказ. Гитлеру нужна была Грозненская и Бакинская нефть. Но на этом он не собирался останавливаться. Планы были далеко за пределами Кавказа. То есть планировалось после завоевания Кавказа вступить на территорию Ближнего Востока. Ближневосточные страны были под протекторатом англичан. И вот планировалось поднять восстание местного населения и на фоне этого восстания захватить все нефтеносные месторождения. Ирака, Кувейта, там, Сирию, все это. Для этого был создан специальный сформирован, вернее, специальный корпус. Он был небольшим, всего 6 тысяч человек, но в нем он не участвовал в военных действиях, но в нем были представители науки, там были все службы, вплоть до метеорологической службы, все там присутствовало. Это было нужно для того, чтобы найти нефть, быстро все это, и быстро ее добывать, чтобы не было никаких проблем с научными кадрами, там, с профессиональными кадрами. Вот. Ну, немцам удалось захватить все главенствующие высоты Кавказа, после чего Гитлер решил, что Кавказ у него в кармане, и решил еще разработать сражение на Волге. Для чего? Ну, для того, чтобы выйти по Волжье, а по Волжье был большой сырьевой источник. Вот потом на Урал. А на Урал были эвакуированы многие заводы. В Поволжье чернозем, большие урожаи. Нет, Германия пока еще не ощущала голод, но уже была близка к нему. Поэтому нужно было еще и продовольствие. Генералы отговаривали Гитлера от этого. Они ему говорили, что нельзя разделять армию, нельзя, ни в коем случае. Нужно сосредоточиться на чем-то одном. Если мы вторглись в Кавказ, разработали операцию на Кавказе и на Ближнем Востоке, надо идти туда. Сначала выполнить эту задачу, а потом уже браться за другую. Но Гитлер никого не слушал. К тому времени он убедился в своей гениальности, он уверился в ней. Ну, конечно, Европа далась ему легко. Немецкие войска, можно сказать, просто прогулялись по Европе. Что они там? Ну, в Польше повоевали немного. Вот, в неразвитой военном отношении Польши. Во Франции, французская армия была, я уже тоже упоминал, сильная, но вторглись они неожиданно, с тыла, и французы тоже не смогли долго сопротивляться. Ну, а остальные, Бельгия, Голландия, там эти, Чехословакия была присоединена, Румыния, Болгария, они сами присоединились к Германии, потому что там установились профашистские режимы, и они сразу объявили себя союзниками. Гитлер и Италия, они с Дуччи, с руководителем Италии Бенито Муссолини, Гитлер были, можно сказать, друзьями. Италия уже была союзницей. Вся Европа была у него в кармане. Поэтому он уверился в своей гениальности, никого не слушал. Он все решил сам. Ну, как известно, оба сражения Гитлер проиграл. И на Кавказе, и на Волге, под Сталинградом. Потом в будущем это ему поставят в вину те же генералы. Но это потом. Теперь еще один факт. Вот вы, наверное, заметили, что я говорю нацистская Германия и фашистская нацистская. Почему? Потому что есть различия между нацизмом и фашизмом. У нас этих различий не делается. Говорят, фашистская Германия, фашистская Италия. На самом деле это не так. Фашисты были итальянцы. Фашистская Италия. Да, там был фашистский режим, установленный пришедшим к власти Бенито Муссолини еще в 1923 году. Чем характеризуется фашизм? Фашизм произошел от итальянского слова «фаше»
пучок. То есть все экономика, все бралось под контроль, все бралось, идеология, экономика, все бралось под контроль. Вот. Но там не было упора на национальность, что мы, итальянцы, выше всех. Там можно было быть представителем любой другой национальности, но если ты поддерживаешь идеологию фашизма, то ты можешь спокойно жить, работать в этой стране. Тебя никто не будет притеснять. В Германии было все по-другому. Германия пришла к власти в 1933 году. Партия, которая называлась Национал-социалистическая рабочая партия Германии, которую возглавлял Гитлер. То есть это были нацисты, им упор был в национальности. Идеология немецкого нацизма была в том, что немецкая нация выше всех. Она самая цивилизованная, самая продвинутая. Вот остальные национальности, это нации второго сорта. Причем еще как-то французов, бельгийцев, там они как-то голландцев. Да, они были второго сорта, но их как-то к ним относились более либерально. Но вот больше всего ненавидели нацисты. Это цыган, евреев и славян. Этих решено было превратить, тех, кто остался после уничтожения, решено было превратить просто в говорящих рабов. То есть был такой разработан план. Кстати, насчет славян. Большинство славян уничтожить, оставить только самых здоровых, крепких и сильных, которые могли бы служить немцам, которые жили бы на территории России, и которые давали бы такое же здоровое, крепкое и сильное потомство. Вот такие были планы. Вот в том и разница. То есть фашисты, у них упор на контроль, на общий контроль, и на идеологию, и на подавление инакомыслия. В нацизме же, наоборот, там немного по-другому, там упор на национальность, там тоже подавляется инакомыслие, упор на идеологию, да, тоже полный контроль над всем, но упор прежде всего на национальность. Если ты полноценный немец, ты полноценный гражданин. Если у тебя есть какая-то примесь, пусть даже у тебя есть немецкая кровь, но есть еще и примесь какая-то, не дай бог еврейская, то все, пойдешь в концлагерь. Вот, и эта разница была очень так характерна, когда они сталкивались между собой, фашисты и нацисты. Это происходило под Сталинградом. Под Сталинградом уже воевали не только немцы, там еще воевали на стороне немцев их союзники, итальянцы, румыны в основном. И вот, когда итальянцев называли нацистами, они обижались. Кто? Мы нацисты. Мы не нацисты, это вот эти вот немецкие свиньи, они нацисты, а мы фашисты. А когда немцев называли фашистами, они тоже обижались. Как? Кто? Мы фашисты. И эти фашисты, эти макаронники, итальяшки, они фашисты, а мы нацисты. То есть это они все это знали, строго разделяли это. Почему же у нас это как-то мало известно? Потому что вот в годы войны было не до тонкостей разделять. Некогда было всем этим заниматься, да и не важно это было. Назвали фашистами в средствах массовой информации немецкие фашисты, так они до сих пор, немецкие фашисты. В принципе, то, что я рассказал, для обычных людей это действительно не так уж и важно. Просто для информации. Вот. Под Сталинградом, причем немцы к своим союзникам относились с пренебрежением. Все снабжение забирали себе именно немцы, почти все. А союзникам, итальянцам и румынам доставались крохи, они были вообще голодными. В Сталинграде и в его окрестностях не осталось ни диких собак, ни кошек, даже крысы все были съедены.
Вот такое вот отношение было у немцев к своим союзникам, друзьям. Теперь я бы хотел, да, все вот мы говорим Гитлер, Гитлер, все мы знаем, но мало кто знает, откуда он взялся, что это за Гитлер, как он появился. Вот ну, у нас этого не знают, считают, что появился вот он, и все, пришел к власти. На самом деле Гитлер, он был австрийский немец. Он родился в одном маленьком австрийском городке. Его отец был алкоголиком. Мать паденной работницей. То есть она перебавлялась каким-то таким трудом, который найдет. Отец поколачивал семью. Доставался Адольфу. Кстати, фамилия, да, была его Адольф Шикль-Грубер. Я потом объясню, почему. Затем, когда ему не удалось закончить среднюю школу, он уехал из своего городка, когда подрос, и поехал в Вену. В детстве он любил рисовать и рисовал. И в Вене он решил зарабатывать трудом художника, рисовать картины. Картины он рисовал. Ну, их покупали, но покупали не очень хорошо. Он не такой же был талантливый художник, но тем не менее покупали. И это позволяло ему перебиваться, сводить концы с концами. Вот так он и жил до 1914 года, когда разразилась Первая мировая война. Он был мобилизован и отправлен в действующую армию. В течение войны, к концу войны, он дослужился до звания ефрейтора. Ну, потом он переехал в Германию, а Германия была униженной, бедной, раздавленной. Вот Версальским договором, где Англия и Франция обложили ее большой репарацией, Германию. Там уже царила нищета, безработица в начале 20-х годов. Но тем не менее, вот фронтовики держались друг друга. И вот как-то в 1919 году командир и друг Адольфа Шикль-Грубера, капитан Эрнст Рэм, сказал ему: слушай, Адольф, знаешь, вот я слышал, появились какие-то национал-социалисты. Ты сходи к ним на собрание, посмотри, послушай, кто это такие, а потом расскажешь. Да, наверное, мы счастливые люди, потому что не знаем своего будущего. Не знал своего будущего и капитан Эрнст Рэм. Он не знал, да и не мог знать, что своей такой вот просьбой он подписывает себе смертный приговор. Потому что через 15 лет, когда уже Адольф Гитлер придет к власти в 1934 году, он просто избавится от всех своих бывших соратников, тех, кто помнили его, бедным, нищим Адольфом Шикль-Грубером, и тех, кто привел к его власти, и кому он, в общем-то, должен был быть благодарен. Таким образом, в ночь на 28 июня 1934 года были убиты сразу в одну ночь, были убиты все его бывшие соратники, старые соратники, а также был убит капитан Эрнст Рэм, бывший его друг, который командовал отрядами СА, отрядами штурмовиков, которые, в общем-то, и привели Гитлера к власти. Этого капитан Рэм не знал, ты не мог знать тогда, 19-го. До этого было еще очень далеко, целых 15 лет. Адольф сходил на собрание национал-социалистов. Сходил, послушал, посмотрел. Ему понравилось. Он вступил в эту партию, также вступил в него и
Эрнст Рем и другие фронтовики. Он стал быстро выдвигаться и буквально в несколько лет стал одним из вождей этой национал-социалистической партии. И как-то ему сказали: слушай, Адольф, мы тебя знаем, ты, конечно, борец за национал-социализм, ты один из вождей, но фамилия-то у тебя какая-то Шикль-Грубер. Ну что это, чем-то, знаешь, чем-то еврейским отдает, какими-то шекелями, что ли. Надо бы тебе ее сменить. И тогда Адольф взял девичью фамилию своей матери и стал Адольфом Гитлером. Ну, дальнейший путь его тоже их достаточно хорошо известен. В 1923 году нацисты организовали в Мюнхене пивной путч, пивное там выступление, так все это было безобразно. После чего многие из них были арестованы, потому что там организовали беспорядки. А Адольф Гитлер был осужден, ему присудили 4 года тюрьмы и 5 лет поражения в правах. Вот в тюрьме он начал писать свой труд «Майн кампф», «Моя борьба». Потом он его закончил, вышел на свободу, ну и стал бороться. Он после отсидки в тюрьме он приобрел еще большую популярность, еще больший авторитет. Лозунги были очень такие близкие народу. Мы возродим Германию, ее величие. У нас в Германии после прихода к власти каждый человек будет бесплатно есть сосиски. Ну, такой вот. Такие лозунги, они очень были популярны в народе. Тем более после того, что Германия была раздавлена союзниками, унижена. И в народе партия национал-социалистов получала большую поддержку. И в 1933 году национал-социалисты пришли к власти в Германии во главе с Адольфом Гитлером. Ну, тут же началось развитие экономики, оно уже начало развиваться, а тут интенсивными методами началась милитаризация экономики, милитаризация общества. Начали создаваться, они уже начинают создаваться еще в противовес штурмовикам СА еще до 1934 года. Новые войска СС. Это специальные войска, преданные непосредственно Гитлеру. Проба сил произошла в Испании. В 1936 году в Испании произошел государственный переворот, где военные во главе с генералом Франко захватили власть. Началась гражданская война. Военные свергли республиканское правительство и пришли к власти. Таким образом, захватили власть. Началась гражданская война, которая длилась с 1936 по 1939 годы. Испанцы, они вошел в историю этот путч, как фашистский путч. И их, в общем-то, называют фашистами, хотя сами испанцы себя называли фалангистами, сами фашисты называли себя фалангистами. То есть, если вы сейчас спросите испанцев, то они вам ответят, что да, у нас была гражданская война в 30-е годы между республиканцами и фалангистами. Фашистами они себя называть не хотят. Ну, тех вот, которые пришли к власти, тех военных. Но по сути это был фашистский режим. Не нацистский, а вот именно фашистский режим. Путчисты победили, и в Испании установился фашистский режим, который, кстати, держался очень долго. В отличие от нацистского режима Германии, который пал в 1945 году, в отличие от фашистского режима Муссолини, который тоже пал в 1945 году, итальянские партизаны захватили Муссолини и повесили его
вот, то испанский фашистский режим держался до самой смерти генерала Франко в 1977 году. Потом он так плавно, без кровопролития, без стычек, испанцы выбрали парламент и призвали на трон короля Хуана Карлоса. Испания стала конституционной монархией, которой является до сих пор. Вот. Так. Как дальше? Значит, это было небольшое отступление. Гитлер, впоследствии, я уже говорил, что он уже уверовал в свой гений. Но у него он не хотел никого слушать. Он начал терпеть поражение, плюс у него уже что-то с психикой появилось, какое-то психическое заболевание. На основе, видимо, этого он стал все дальше и дальше как-то увлекаться, отходить от реальности. Вот к 1945 году он уже вообще в каких-то иллюзиях. Но к этому вернемся. Сейчас я хочу сказать о покушении на Гитлера. На него было несколько покушений, но все они были неудачными, малозначительными. Самые крупные покушения на Гитлера произошло 20 июля 1944 года. Оно зрело уже давно, недовольство Гитлером. К 1944 году все умные люди Германии поняли, что Германию войну проиграла. А тем более, когда в июне открылся второй фронт, и во Франции, в Нормандии высадились союзники, англо-американские войска, это уже стало очевидным. Но Гитлер в это не верил, и у него еще было много преданных сторонников. Но тем не менее, среди германского генералитета зрел заговор. Генералы были недовольны, во-первых, самим поведением Гитлера. Он кричал, он вообще доходил до истерики, он кричал на них, на людей, которые принадлежали к аристократическим родам, которые окончили Академию Генерального штаба, кричал какой-то выскочка, недоучка ефрейтор. Само собой это. Но это бы они еще как-то терпели, когда побеждали. Но когда из-за него, из-за Гитлера стали терпеть одно поражение за другим, они уже это терпеть не собирались. Когда Германия стояла на грани уже поражения, терпеть они это уже не собирались. Они ему вменяли вину как раз тот факт, что вот в 1942 году, когда нужно было захватить Кавказ и идти дальше, захватывая ближневосточные месторождения нефти, он разделил войска и развязал битву под Сталинградом, и в конце концов обе битвы проиграл. Ну и решили его убрать, чтобы после того, как убрать его, начать сепаратные переговоры с американцами, с англичанами и американцами, чтобы заключить между ними мир и вместе общим фронтом обрушиться на Советский Союз. Тогда они считали, еще можно будет спасти Германию от полного разгрома, от полного поражения. Вот выполнить это покушение взялся полковник Штауфенберг. 20 июля в бункере Гитлера было назначено совещание. Туда он пронес небольшой чемодан Штауфенберг, поставил его под столом, как будто свой чемодан. Потом ногами подвинул его к тому месту, на котором сидел Гитлер. И через какое-то там, бомба должна была сработать в определенное время, он знал это время, и потом через какое-то время он вышел, как будто по надобности, из бункера. Но что-то пошло не так. То ли чемодан кто-то отодвинул ногой, то ли еще каким-то образом. Бомба взорвалась. Бункер потерпел определенные разрушения. Все было в дыму, все было такое вот без блеска, все это пыли. И тут раздался голос Гитлера: «Мои новые брюки! Я только вчера их надел». То есть сам Гитлер, на кого было направлено покушение, он-то сам как раз не пострадал.
а пострадали только его новые брюки. Ну, после этого заговор был раскрыт, заговорщики были арестованы и казнены. «Я ни в чем не виноват перед своим народом», сказал полковник Штауфенберг, и был расстрелян. Покушение не удалось. Ну, а потом, я уже сказал, Германия была обречена, терпела поражение, но Гитлер верил в победу, верил в новое оружие, которое они создают, оружие возмездия. Видимо, имелось в виду все-таки атомная бомба, над которой они уже тогда работали. И работы их продвигались, но очень медленно, потому что война отвлекала. Вот. А также разрабатывалось новое ракетное оружие. И так он уже начинал как-то увлекаться этим, уходить от реальности в какие-то свои иллюзии, когда ему говорили, что вот русские уже на подходе к Берлину, он кричал: «Какой, вы что говорите, еще немного, еще один шаг, и мы победим». Вот, но потом, да, еще вот он женился, вот они расписались с актрисой Евой Браун, известной актрисой, у них были давние отношения, а тут он почему-то решил расписаться с ней, вот буквально, это что называется, пир во время чумы, буквально за несколько дней до смерти. Потом все-таки до него дошло, что война проиграна, что ему осталось уже немного. Что он сделал? Он заставил свою жену Еву Браун выпить яд. Она не хотела. Она хотела жить, конечно же. Он заставил ее выпить яд, а сам застрелился. Его труп тайно сожгли, чтобы никто его не узнал. Но потом была экспертиза, его узнали, опознали. Кстати, на этом фоне было много разных таких инсинуаций, много слухов, что Гитлер жив, что его переправили, спрятали, как многих представителей СС, офицеров СС и СД. Их же действительно по тайным каналам переправили через Испанию в Латинскую Америку, они выжили, жили долго еще в Латинской Америке. Вот. Также считалось, что некоторые такие слухи пускали даже в прессе, в средствах массовой информации, разные заметки, вплоть до 70-х годов, даже позднее. Но на самом деле это не так. Была проведена экспертиза очень тщательная по оставшимся зубам, и врач, зуботехник, признал, что да, что это его зубы Гитлера, челюсти и зубы принадлежат именно Адольфу Гитлеру. Так что его все-таки никуда не спасся, а он застрелился, и его сожгли. Вот такой конец бесславный.